Здравствуйте, друзья! Сегодня мы снимаем по просьбе наших подписчиков. Выше мы снимали видео каттама, но просили с луком. Вот хотим показать, как делается с луком каттама. Она будет еще вкуснее, чем предыдущие. Но я сейчас покажу самый лук, как надо резать. Пожалуйста, посмотрите лук. Тут надо, самое главное, надо резать лук очень тонко. Такой тонкости с ножом не достигается. Вот поэтому я сейчас покажу, вот режу, покажу лук такой тонкости, вот смотрите. Очень тонкий, такой тонкий, ножом не режется. Это обыкновенный, вот взял резак, вот смотрите, как она получается тонко, вот. Видите? Вот такой лук тонкий. А потом мы покажем, а тесто делается как раньше, в предыдущее видео. А мы сейчас будем туда вот этот лук добавлять. Вот. Друзья, вот тесто как в прошлый раз. Вот, намазали вот маслом топленое. И вот насыпаем лук. Лук, как я вам показывал, очень тонко нарезанный. Так, также накладываем второй слой. Вот. А там между ними уже лук есть. Теперь опять намазываем маслом. Все. Повторяем этот процесс. Затем снова лук. Так. А у нас вот таких теста 4. И мы будем все 4 вот так накладывать друг на друга. Вот, насыпая между ними лук. Друзья, вот 4 слоя накладывали. Теперь вот заворачиваем в рулетку. Вот, заворачиваем. Сейчас его надо ножиком резать. Вот нарезали. Теперь вот всех вот это округляем. И затем мы все это будем отправлять в морозильник. На 2-3 часа отправляем в морозильник. Друзья, вот завернули, отправляем в морозильник. Вот будем через 2-3 часа вытаскивать. Друзья, вот вытащили из морозильника наши тесто, вот слоеные, округленные, вот они. Теперь мы начинаем их вот раскатывать. У нас луком, вот лук, смотрите, вот они. Друзья, вот начали уже печь. Вот смотрите какие. Это уже каттама слоеная, с луком, бездрожжевое тесто. Она уже такой аромат чувствуется, потому что здесь лук. Вот аромат лука. Да, очень такой вкусный. Уже чувствуется. Друзья, заканчиваем нашу каттама слоеную. И заодно у нас вот тут на печке как раз горячий. Вот чайнике вода кипит. Мы все это
Так, кипящую воду сейчас вот бросаем заварку. Это уже получается заварка. И к этой заварке мы будем наливать молоко. Вот она. Смотрите. Молоко. Заварка густая. И молоко. Это чай. Тоже называется чай. Доводим до кипения. Не будем кипятить. Это называется кемпир-чай. В переводе бабушкин чай. Бабушкина чай. Это как раз будет дополнение к нашей вот этой слоеной каттама с луком и этот бабушкин чай. Пожалуйста. Друзья, вот наша кемпир-чай. Вот довели до кипения. Немножко пена чуть-чуть есть. Вот. И все, останавливаем. И этот чай очень хороший, полезный чай. Он полезен к почкам, к печени. Он мочегонный. Он очень полезный чай. Это пили раньше бабушки наши, когда вот такие горячие там делали борсок, там хаттама всякие. И мы тоже вот с этим нашим хаттама, жена сделала такой бабушкин чай. И вот хаттама с луком. Вот по просьбе наших подписчиков. Это с луком. Уже запах здесь такой хороший стоит. Ну, мы сейчас пойдем попробовать домой. Вот, смотрите. Друзья, вот самый хороший момент. Я вам говорил уже. Пробуем нашу хаттама с луком. Слоеное тесто бездрожжевое. Запах тут. О, такой вкусный. Сливочный вкус дает. Такой лук. И к нему я вам показывал вот бабушкин чай. О, видите какой? Это бабушкин чай. Вот. Аромат такой. И хаттама. Ну, друзья, с хаттама бабушкин чай. О, какое сочетание. Классно. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки.